Здравствуйте, в эфире новостная служба Центральноазиатского телевидения. В студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Пятилетие трагедии. Юг Кыргызстана вспоминает июньские межэтнические столкновения в Оше. В Казахстане проходит съезд лидеров мировых и традиционных религий. Главный гость – генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Очередная смерть солдатов таджикской армии. Новобранец погиб спустя месяц после призыва. Федеральная миграционная служба России опубликовала данные о количестве находящихся в стране мигрантов. В Кыргызстане названы имена депутатов-прогульщиков. Из 120 парламентариев лишь 10 ни разу не пропустили работу. Сегодня исполняется 5 лет одной из самых трагических дат в истории суверенного Кыргызстана – начала межэтнического конфликта в Ошской и Джалалабадской областях. Президент республики спустя 5 лет наградил часами тех, кто совершил поистине героические деяния в дни трагедии, укрывал киргизов и узбеков в своих домах, спасал дома соседей и закрывал собой детей, вне зависимости от их национальности. Прошло 5 лет после трагических событий июня 2010 года, когда в огне межэтнического конфликта в городах Ош и Джалалабад, ряде районов Ошской и Джалалабадской областей погибли более 400 наших сограждан. Тысячи людей получили ранения, десятки тысяч остались без крова и средств существования. Мы знаем множество примеров проявления истинного мужества простыми гражданами, когда кыргызы прятали у себя в домах узбеков, а узбекские семьи помогали кыргызам. Когда жители целого ряда улиц, где совместно проживали представители двух этносов, не допустили распространения конфликта в свои кварталы. Эти люди рисковали своими жизнями, но доказали, что в любой ситуации надо оставаться человеком, что доверие и уважение друг к другу является основой мирной жизни. Данные о погибших в июньских событиях сильно разнятся. В обращении к народу президент говорит о 400 погибших. Данные правительства, озвученные еще в 2010 году, называли около 1000 умерших. Также несколько тысяч человек получили ранения, было разрушено и сожжено множество домов. Десятки тысяч этнических узбеков были вынуждены бежать из своих мест проживания. По итогам расследования киргизские власти возложили вину за июньские события на семью бывшего президента Курманбека Бакиева и лидеров узбекской диаспоры. Однако международное расследование с этим не согласилось, отметив, что истинные причины конфликта кроются гораздо глубже, и вина в этом есть и нынешнего руководства Кыргызстана. Еще 23 апреля, почти за 1,5 месяца до июньских событий, новое правительство Кыргызстана, пришедшее к власти после революции, создало комиссию по обеспечению правопорядка и безопасности, которую возглавил нынешний президент Алмазбек Атамбаев. Как свидетельствует история, комиссия оказалась неэффективной и не сумела предотвратить кровопролитие. Мы поговорили с экспертом о событиях 5-летней давности, чтобы понять, кто же был виноват в той трагедии, исчерпан ли конфликт и нет ли опасности повторения межэтнических столкновений в будущем. Комментарий заведующего кафедрой международных отношений Киргизско-Российского славянского университета профессора Зайниддина Курманова. Советская традиция или советские структуры власти, которые в Центральной Азии не демонтированы, и является главным тормозом на пути решения межнациональных проблем. Поскольку интернационализма нет, на эту проблему продолжают смотреть с интернационалистских позиций, объективная реальность совершенно другая, применяются старые подходы, старые оценки, и ничего не работает. Вот поэтому мне кажется, что власть должна отнестись ко всем своим гражданам, независимо от национального происхождения, языка, вероисповедания, как гражданам Кыргызской республики. Между тем, сегодня, кроме президента страны, остальные официальные лица республики особо и не вспоминали о трагической дате. Единственным депутатом, обратившимся к народу, стал Достан Бекешев. Уважаемые друзья, сегодня 5-я годовщина трагических июньских событий 2010 года. 5 лет назад пролилась кровь, погибли люди, многие жители остались без своего крова. Я убежден в том, что история расставит все по своим местам, а виновные понесут заслуженное наказание. Но сегодня каждый из нас должен вносить свой вклад в укрепление мира и стабильности нашей страны. У нас одна страна, и мы не должны ее делить на части.
Президент Казахстана в рамках 5-го съезда лидеров мировых и традиционных религий, проходящего в Астане, встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном. Назарбаев призвал прекратить все военные конфликты в мире, отвергнуть силовые методы решения любых политических противоречий и остановить практику использования средств массовой информации, включая интернет, для разжигания межконфессиональной разни между людьми. И сегодня же в Казахстане вызвал широкий резонанс комментарий главного редактора радио «Эхо Москвы» в Твиттере. Алексей Венедиктов на своей страничке написал следующее, цитата: «Казахстан переходит на латиницу к 2025 году. А Северный Казахстан?» Известный журналист тем самым намекнул на то, что в Северном Казахстане проживает преимущественно славянское население страны, а на юге – казахское. Пост Венедиктова вызвал шквал критики со стороны казахстанцев. 7 июня, спустя ровно месяц после того, как родители 22-летнего Фирдавса Рахматова проводили его в армию, Министерство обороны Таджикистана передало им тело погибшего новобранца, который, по мнению чиновников, погиб в результате теплового удара. Родители с такой причиной смерти категорически не согласны. Отец Фирдавса на своей страничке в Фейсбуке написал, что его сын Фирдавс Рахматов погиб в результате жестокого избиения в армию в воинской части города Канибадам Сагдийской области. По результатам официальной экспертизы парень скончался в результате теплового удара и последовавшего закрытия дыхательных путей во время западания языка. Однако отец этому не верит, так как сам слышал от сына, что в армии он столкнулся с недоеданием и дедовщиной. Сын рассказал отцу, что старший по званию избивает новобранцев обычно в местах, недоступных камерам видеонаблюдения, установленных в воинских частях. По словам матери солдата, военная прокуратура подтвердила, что парень скончался в результате жестокого избиения. Старослужащие вывели Фирдавса в туалет и там избили. В результате последнего удара в горло ему перехватило дыхание, что и стало причиной его смерти. Далее коротко о ключевых событиях в Центральной Азии. Боевики Талибана терпят поражение в северных афганских провинциях, которые граничат с Таджикистаном. Ситуация в этой части страны движется к стабилизации, заявила МВД Афганистана. Организация Amnesty International призвала генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна поднять проблему, цитата, «ужасной ситуации с защитой прав человека» в Узбекистане во время его визита в эту страну 12 июня. Правозащитники отметили, что глава ООН должен вновь твердо озвучить призывы к Ташкенту уважать взятые им международные обязательства и потребовать открытия доступа в страну экспертов по правам человека. В Казахстане полицейский с 10-летним стажем был уволен со службы после смены пола с женского на мужской. Перестав быть Викторией, Виктор пришел на работу, его тут же вызвали к начальству и попросили написать рапорт об увольнении. Полицейский подал в суд, прося восстановить его в должности. Федеральная миграционная служба опубликовала официальные данные о количестве находящихся в России мигрантов. Несмотря на кризис, санкции и ослабление рубля, мигрантов стало больше почти на 100 тысяч человек. Согласно статистике ФМС, в настоящее время на территории России находится почти 2 миллиона 150 тысяч узбекистанцев, почти 700 тысяч казахстанцев, более полумиллиона кыргызстанцев, почти миллион таджикистанцев и всего 24 тысячи туркмен. Эксперты предполагали, что кризис в России существенно сократит число мигрантов из Центральной Азии, которым будет невыгодно ездить на заработки слабого рубля. Однако, как видим, кризис не стал помехой, поэтому мы поинтересовались, какова роль мигрантов в преодолении России экономического кризиса. Интервью заведующей отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александры Докучаевой. Это уменьшение, по крайней мере для меня, понятно, поскольку ужесточилось законодательство российское в отношении мигрантов. С одной стороны, получить разрешение на работу сейчас и у физических лиц можно, купив патент, но патенты стали дорогие. Также очень серьезным стало наказание за нарушение каких-либо правил миграционных. Люди лишаются права въезда на 5, даже может дойти до 10 лет на территорию России. Понятно, что это все люди остерегаются. Что касается роли мигрантов в экономике России, об этом много говорят, и мигранты заполняют очень серьезные ниши на рынке труда, и крупные производство использует мигрантов целенаправленно, и понятно, что они важны для российской экономики. Более того, как предупреждают исследователи, за мигрантов вскоре
на постсоветском пространстве возникнет определенная конкуренция, поскольку, в общем-то, население, и в том числе и в Европе, оно стареет, и все меньше своих трудовых ресурсов свежих подходит на рынок труда, поэтому спрос на мигрантов будет расти. Кыргызстанцы смогли узнать имена депутатов республиканского парламента, которые больше остальных прогуливают заседания. Оказалось, что только 10 человек из 120 парламентариев ни разу не пропустили рабочих сессий. В Кыргызстане проходит первый в Центральной Азии форум, или как его называют, хакатон по открытым данным. Представители различных областей разработки программного обеспечения создают программное обеспечение, статьи, графики, карты для того, чтобы решать актуальные проблемы общества. Первыми под раздачу программистов попали депутаты Кыргызстана. Разработчики на основе открытых данных посчитали, сколько раз каждый депутат прогулял заседание парламента. Самым злостным прогульщиком оказался Ахмадбек Келдибеков, который не посещал 63 заседания. Впрочем, у него есть уважительная причина. Будучи обвиняемым в коррупции, он находится под арестом. Однако зарплату нардепа продолжает получать исправно. Следом за ним расположился Нурлан Тарабеков с 41 прогулом. Впрочем, и его понять можно. Наверное, перенесенный стресс после возбуждения на него уголовного дела из-за подозрений в подделке диплома мешает депутату исправно ходить на работу. Максат Сабиров расположился на 3-м месте, не придя на работу 36 раз. Причины неизвестны, уголовному преследованию не подвергался, под арестом не находился. Таким образом, из 120 киргизских депутатов лишь 10 человек исправно ходят на работу, у большинства же от 10 до 30 дней прогулов. Это была новостная служба Центральноазиатского телевидения. Мы желаем вам получать только хорошие известия. До свидания.